Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Я Дмитрий Киселев. И это «Вести недели». Российское пропагандистское влияние в Центральной Азии может стать абсолютным. До 90% местного населения доверяют российским телеканалам, а в Бишкеке даже открывается филиал «Вестей». Я люблю Путина, я не люблю Путина, я люблю геев, я не люблю геев. Профилактическая блокировка. Казахстанские власти закрывают доступ к независимым сайтам в интернете накануне важных правительственных перестановок. Я не знаю, чего они боятся, да? Сирийские беженцы теперь и в Москве. Пучина российской бюрократии оказалась глубже Средиземного моря. У нас нет никаких документов. Мы хотим жить легально, а в миграционной службе говорят. Иди в Сирию. В Душанбе на фестивале плова представили новое достижение таджикских изобретателей – электрический суперказан для плова. Получается даже лучше, чем на костре. Вкусно. Главный российский пропагандист в столице Кыргызстана. Генеральный директор информагентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сегодня в Бишкеке дал пресс-конференцию, где он заявил, что для стран ЕАЭС необходимо единое информационное пространство. Еще одна из целей приезда Киселева – инспекция нового здания, куда скоро переедет крупнейший в Центральной Азии филиал его агентства. С его приездом также совпало, что в ближайшие дни в Кыргызстане начнет выходить в эфир информационная программа «Вести Бишкек». О проникновении российской пропаганды в умы центральноазиатских зрителей в репортаже Жбек Бегалиевой. Фотографироваться, послушать и посмотреть на главу информагентства «Россия сегодня» пришли руководители почти всех кыргызстанских СМИ. И если даже в самой России к журналисту могут относиться неоднозначно, в Бишкеке Киселева любят. Время такой отстраненной, дистиллированной журналистики, как мне представляется, прошло. У журналиста должна быть позиция. Имеет смысл, вообще и интерес, представляет ценность информация, оформленная в концепцию. Если вы помогаете понять, да, движущие, так сказать, силы, пружины, конструкцию мира. Вообще уродство какое-то. Это как так? Ни за что, ни про что убивать людей. Причем своих. Ну ладно, фашистами там были. О стандартах журналистики, тем более о киселевской конструкции мира, бабушка Валентина, конечно, не подозревает. И всему, что говорят кремлевские каналы, верит. В России, я думаю, они всю правду показывают, как есть. По данным последнего исследования компании Gallup, политику Кремля поддерживает 79% населения республики. Это чуть ли не больше, чем в самой России. В этом Кыргызстан отстает только от Таджикистана и занимает второе место среди 135 стран, в которых провели опрос. Ну а что делать? У нас-то смотреть нечего. Приходится смотреть российские каналы. Свои позиции российские каналы сохранят и после перехода республики на цифровое вещание. Их включат в обязательный список бесплатных телеканалов. Отчетливо видно, как в офис Нурбека Тактакунова заходит не кто-нибудь, а сам гений цветных революций, временный поверенный в делах США в Киргизии Ричард Майлз. Это якобы сенсационный репортаж Госканала о том, как один из кыргызстанских правозащитников встретился с главой дипмиссии США. Незадолго до этого федеральные каналы забили тревогу. США готовит цветной переворот в Бишкеке. «Комсомольская правда», «Лента.ру» и федеральные каналы один за другим рассказали о якобы подозрительном грузе, который доставили в американское посольство. И якобы именно с такой же посылки из Америки начался Майдан в Киеве. Я это воспринимаю как очередной такой ход пропагандистский. Потому что достаточно выигрышно, раздувать истерию. И вполне ожидаемо, чуть позже, как под копирку, такой же материал выходит на главном канале Кыргызстана. На видео видно, как машина с дип-номерами заезжает в офис партнерской группы «Прецедент». Любую фантастическую идею нам сейчас подвести, показать ее в пропаганде, в такой упаковке определенной, и люди на это покупаются. Люди разучились думать. Помочь думать в правильном направлении посоветовал кыргызстанским коллегам Дмитрий Киселев. Свобода слова в России и в Кыргызстане это позволяет, считает журналист. Сейчас в России, по крайней мере, да, диапазон свободы слова, как ни в одной стране мира. Мы можем сказать, там, я люблю Путина, я не люблю Путина, я люблю геев, я не люблю геев, там, никому ничего за это не будет. Между тем, в Бишкеке Киселев побывал в редакции информагентства «Спутник», бренда проекта «Россия сегодня». Прокремлевское издание имеет в Кыргызстане одну из самых больших аудиторий.
СМИ намерены сейчас только расширяться. И этой же осенью в республике стартовал еще один российский проект. В местный эфир в ВГТРК теперь выходят новости Кыргызстана под брендом «Вести Бишкека». Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Казахстане почти 2 недели нет доступа к аналитическому порталу Ratel.kz, известному своими громкими расследованиями. Как считает его главный редактор Марат Асипов, сайт заблокирован. Примечательно, что сайт перестал работать в день назначения старшей дочери президента Дариги Назарбаевой вице-премьером Казахстана. Случайно ли это совпадение? И почему в стране закрывается доступ к независимым новостям? В репортаже Дмитрия Белякова. Ratel.kz не отвечает, сайт недоступен, нет подключения к интернету. Да? Такую картину один из создателей сайта Ratel Марат Асипов наблюдает с вечера 9 сентября. Неофициально компания Хостер считает, что это намеренная блокировка. Для рателевцев этот бан уже 6-й за время существования сайта. Однажды сайт был недоступен целых 1,5 месяца. Как считает Марат Асипов, их блокируют по совокупности деяний. В конце года нас блокировали, на мой взгляд, очень четко из-за того, что мы дали заметку о том, что сын Рахата Алиева назначен заместителем акима Астаны. То есть вот именно из-за этого заголовка нас и положили, да? Вот, и месяц держали. На этот раз, вот, когда были выборы, когда были президентские выборы, весь день сайт был отключен, да? А потом, после этого, так сказать, более-менее мы спокойно жили, где-то несколько месяцев. И вот теперь вот это произошло. Может быть, связано с Даригой Назарбаевой, да? Для того, чтобы не получить какого-то такого, я не знаю, там, ну, я не знаю, чего они боятся, да? Еще одна новость, активно обсуждаемая в журналистской среде, смена формата старейшего частного казахстанского телеканала ТАН. Его руководство отказывается от аналитики и итоговой программы в пользу развлекательного контента. Итоговая программа «Апта» была одной из основных в информационном пакете «Казак Ньюс» телеканала ТАН. Чуть более года назад, представляя проект зрителям, владелец телеканала Арманжан Байтасов говорил о неинформированности населения, засилье российских СМИ и о том, что ТАН покажет новый и честный продукт. Я верю, что мы можем что-то поменять, потому что у нас здесь все-таки своя казахстанская школа журналистики. У нас есть своя страна, в конце концов, у нас есть свои цели, своя должна быть информационная политика. Проблемы у проекта начались с самого начала. Первой ласточкой стал запрет на показ документального фильма журналиста Касыма Аманжола под названием «Крым». Руководство телеканала ездило в Астану на согласование, но фильм так и не вышел в эфир. А на этой неделе стало известно, что закрывается и итоговая программа, так как телеканал намерен перейти на развлекательный формат. В стране не осталось таких людей, которые хочет делать такой вот независимый телеканал, такой, я думаю, уже не осталось сейчас в стране. Все согласились, все люди с деньгами, они уже вот в определенном согласии с властями. Технологии блокировки интернет-ресурсов отточены практически до совершенства. Один из старейших казахстанских сайтов «Зона КЗ» также недоступен пользователям с конца прошлой недели. Единственной отдушиной для СМИ пока что остаются социальные сети. Однако для того, чтобы закрыть страничку в Фейсбуке, достаточно всего лишь одной жалобы пользователя на неприемлемый контент. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Предвыборная кампания в Кыргызстане выходит на финишную прямую. Один из ее главных сюрпризов – в числе 2000 зарегистрированных кандидатов в депутаты более 200 ранее имели проблемы с законом. Мы поговорили об этом с нашим корреспондентом в Кыргызстане Адилетом Бектурсуновым. Адилет, здравствуйте. Как реагируют в стране на кандидатов из криминального мира? Да, добрый день, коллеги. Политический сезон в Кыргызстане бьет новые рекорды. Во-первых, по количеству кандидатов, их более 2000. Во-вторых, по участию политических блоков. Всего было зарегистрировано 14 партий. И вот еще один рекорд, правда, не такой приятный. Рекордное количество из числа кандидатов, которые привлекались ранее к уголовной ответственности. Очень много статей там. Тяжкие преступления есть, покушение на убийство есть, хулиганство, нанесение телесных повреждений. Все есть там.
Милиция рапортует, на выборы идут 234 человека с уголовным прошлым. 15 кандидатов стоят на учете. Еще 3 претендента на депутатское кресло вовсе числятся в розыске. Опальный мэр города Ош Мелис Мырзакматов, который обвиняется в коррупции в предвыборном списке партии Атамекен, стоит выше экс-генпрокурора Аиды Соляновой. В списке этой же партии числится еще один кандидат, объявленный в розыск Дуйчон Сатыбалдиев. Экс-главу департамента регистрации населения также обвиняет в коррупции. Впрочем, Центр избирком вынес по ним отдельное решение. Информация о кандидатах, имеющих судимости за особо тяжкие преступления, направляется лидерам партий. Порядка 100 кандидатов уже убраны из списков. Разглашать их имена мы не имеем права. Бывшие уголовники есть и у социал-демократов. В их список попал даже криминальный авторитет Дильмурат Акбаралиев, известный в преступном мире как Дики. А вот новоявленная партия Бирбол практически на треть состоит из бывших чиновников беглого президента Бакиева. А его лидера Алтынбека Сулайманова по кличке Челюсть тесно связывают с уголовным миром. Безусловно, многие из черного списка официально считаются невиновными. Тем не менее, многие потенциальные законотворцы привлекались к ответственности по разным статьям, в том числе и за тяжкие преступления. Я же, в свою очередь, отмечу, что выборы в парламент пройдут уже меньше, чем через месяц, 4 октября. Динара. Спасибо, Адилет. В Донецком городском суде в Ростовской области возобновили слушания по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Ее обвиняют в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе прошлым летом. Прогнозы адвокатов пессимистичны. Они считают, что приговор заранее написан, и Савченко получит максимальный срок. Подробности у наших корреспондентов. Сегодня здесь, в Донецке, Ростовской области, проходит первое открытое заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко. На освещательное мероприятие съехалось несколько десятков СМИ, включая иностранных журналистов. Все они сейчас находятся в здании суда. К сожалению, в сам зал заседания пройти удалось не всем. Адвокаты настаивают на том, что Надежда Савченко не имеет отношения, не причастна к убийству мирных граждан. Я не брешу, мені приховувати нічого. Чи ви тримаєте ви це іспит? Я не вру, мне нечего скрывать, однако сможете ли вы выдержать это испытание? Я згодна давати показания. Я согласна давать показания. Надежде Савченко предъявили обвинение по статье 105. Это умышленное убийство 2 и более лиц особо опасным способом по мотивам вражды к определенной социальной группе. Под социальной группой подразумевается жители Донбасса и Луганска. Корреспонденты «Радио Свобода» провели опрос на улицах Ростова, где проходит судебный процесс над украинской летчицей. Вопрос был один. Что жители этого города знают о Надежде Савченко? Я ж не могу сказать, виновата она или нет. А потому как преподносят нам средства массовой информации, она является виноватой. А виновата должна отвечать. Бомбила Донбасс. Вот и все. Не такое простое дело, как мы... Ну, мы простые люди. Не, ну пацанов-то жалко. Они не воевали, не этот самый, а они просто освещали войну эту долбаную. Ну, не знаю, как говорят, что она хотела беженкой притвориться, пересекла границу, и ее вроде как за это здесь задержали. Вот, и поэтому будут судить здесь. А вы что думаете об этом деле? Да мне и нельзя думать. Я военный человек. Далее в программе. Сирийские беженцы теперь и в Москве. Пучина российской бюрократии оказалась глубже Средиземного моря. У нас нет никаких документов. Мы хотим жить легально, а в миграционной службе говорят. Иди в Сирию. В Душанбе на фестивале плова представили новое достижение таджикских изобретателей. Электрический суперказан для плова. Получается даже лучше, чем на костре. Вкусно. Тысячи беженцев продолжают прибывать в Евросоюз. Многие из них не просто бегут от войны, но и хотят построить новую жизнь. Герои нашего следующего репортажа на следующий день после свадьбы в Сирии отправились в опасное путешествие в Европу. Об экстремальном медовом месяце в репортаже журналистов «Радио Свобода». Лагерь для беженцев в городе Трайскирхен самый большой в Австрии. Волонтеры раздают мигрантам одежду, детей развлекают клоуны. Саид и Амира живут здесь с начала сентября, в палатке с 6 другими выходцами из Сирии.
Через какое-то время мы получим вид на жительство. А сначала мы выучим язык, поймем, как устроена эта страна, в какие магазины ходить. Это новая жизнь, о которой мы ничего не знаем. Кто-то думает, что это отдых. Наоборот, это как раз то время, когда нам нужна помощь. Саиду 27. Они с Амирой поженились всего месяц назад. Долгий путь в Австрию стал для них медовым месяцем. Впервые мы познакомились с ними на границе Греции и Македонии, где они пытались получить разрешение на транзит через территорию страны, к границе с Сербией. Я менеджер по продажам в компьютерной компании. В Сирии мне жилось неплохо. Я учил английский язык, но закончить обучение не смог, потому что началась война. Я учился в университете Дамаска. У меня был дом, машина, но все это потеряно из-за войны, из-за обстрелов «Катюш», ну вы понимаете, армия, да. Бросив все, Саид и Амира отправились на поиски жизни без войны. Попали в Европу на корабле, шли пешком и передвигались на попутках. В Сербии они попытались заплатить 1800 евро водителю, который отвез бы их напрямую в Германию. Но тот взял деньги и исчез. Саиду пришлось искать новый способ уехать. Здесь безопасно, но Сербия — это не то, о чем я мечтаю. Может быть, Бельгия или Германия, наполнить нашу жизнь, начать бизнес, найти работу, создать семью. Не знаю, это будущее, это судьба. Со второй попытки Саиду и Амире удалось пробраться в Австрию. Они пересекли границу Венгрии и там встретились с человеком, который пообещал их отвезти. Мы сели в машину, но тут сразу же подошли полицейские и вывели нас из машины. Наш водитель убежал. Мы тоже убежали и 2 часа прятались в туалете. Думали, что полиция нас найдет и снимет отпечатки пальцев. А еще я боялась, что нас разлучат и посадят в тюрьму. Теперь все позади, и молодоженам удалось найти жилье, хоть и временное. Будущее в незнакомой стране туманно, но они не теряют надежды. Катерина Кочкина, Рэй Ферланг. Настоящее время. Между тем, граждане Сирии пытаются найти убежище не только в странах Европы. Десятки тысяч беженцев уже находятся в России. О том, с какими трудностями им приходится там сталкиваться. Вадим Кондаков. В этом узком длинном коридоре всегда людно и шумно. Место последней надежды для тех, кто остался один на один с чужой страной. Маленький Вавилон большой Москвы. Я сбежал, потому что меня хотели забрать в армию, а я не желаю умирать на войне. Там, в Сирии, ужасно. Нельзя ни жить, ни работать. Пока Наджим из Алеппо рассказывает нам свою историю, вокруг собираются его земляки. И оказывается, у всех одно и то же. Виза закончилась, а беженцами не признают. У нас нет никаких документов. Мы хотим жить легально, а в миграционной службе говорят: иди в Сирию. Ты можешь жить там, потому что там не войны. Но они здесь только из-за войны. Мухаммед уже 1,5 года снимает с товарищами квартиру и работает в полуподпольном швейном цеху, а досуг посвящает российским инстанциям. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Если есть деньги, будут и документы. Беженцы говорят, что чиновники предлагают их за 50 тысяч рублей, но денег нет, потому что нет документов. Все, что мы зарабатываем, мы отдаем полиции. Каждый раз, когда меня останавливают, с меня берут по 500 рублей. В Комитете помощи беженцам говорят, что сирийцев в России сегодня около 10 тысяч. И вопреки громким официальным заявлениям, лишь 5-я часть легальна. Одно дело говорить, что вот американцы виноваты в том, что произошла вся эта заварушка, да? И говорить, что вот мы такие добрые, всех принимаем, и совершенно другое дело предоставить людям статус беженца. 9-летняя Шам со своим братом Али досмотрят любимых Барбоскиных и спокойно лягут спать, потому что папа Ахмад 2 года назад перевез их из Дамаска в Солнцево. Здесь, правда, не так солнечно, как дома, зато не стреляют. Тебе страшно было бы туда вернуться? Да. Потому что там война, да? Да, я не хочу умирать. Ахмад с гордостью рассказывает о прошлой жизни. Успешный бизнес, квартира, машина, а потом вдруг война, прямое попадание снаряда в окно и бегство из страны. Однажды мы около 2 недель жили под кроватью в нашей спальне, не выходили и даже не включали свет. На улице были солдаты, которые убивали любого встречного. Со всех сторон летели бомбы и снаряды. И теперь все, что есть, это семья и немного вещей в съемной квартире. Около года назад Ахмад подал документы на временное проживание, но ответа так и нет. Его дочка не хочет возвращаться на родину. Она считает, что Москва гораздо красивее, а главное спокойнее Дамаска. Но Ахмаду хочется домой, и он уедет туда сразу, как только закончится война. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время.
Ежегодно в Таджикистане отмечают фестиваль плова. На праздник съезжаются повара со всех регионов и приходят десятки тысяч людей. Каждый повар предлагает свой оригинальный рецепт. О том, как правильно не только готовить, но и есть плов, в репортаже Анушервона Арипова. Зажигательные звуки карная, горна, дойры и барабанов встречают гостей, пришедших на фестиваль плова, или, как его называют таджики, оша. Ведь в стране ни одно торжество не обходится без народной музыки. Тем более День блюда, которое жители страны считают своим национальным достоянием. И которое, кстати, признано нематериальным наследием ЮНЕСКО. Плов в Таджикистане едят и любят все, бедные и богатые, взрослые и дети, говорит Караматулло Шарипов, 12-летний повар. Он сам научился готовить это блюдо, потому что считает, что лучше плова может быть только плов, сделанный собственноручно. Сегодня Караматулло решил показать свое мастерство душанбинцам и приготовить свой любимый рецепт – ош-як-баяк, 1 к 1. Если 1:1, значит, что все будет одинаково. То есть 1 килограмм, например, риса, 1 килограмм мяса и 1 килограмм морковки. На праздник приехали повара со всей республики, что делает его уникальным. Ведь в любом регионе и даже поселке страны, а в Душанбе даже в отдельных частях города, свои традиции и рецепты этого блюда. И у каждого мастера оша есть свои маленькие секреты. Я приготовил 3 вида, которые популярны у нас. Это плов новобот праздничный, в котором мы используем только телятину. Як-ба-як южный и регар заказной. Плов из 3 видов мяса и перепелок с добавлением бараньего курдюка, ну и несколькими видами секретных специй. В Таджикистане считают, что плов нужно не только уметь приготовить, но и правильно его есть. Чтобы почувствовать истинный вкус блюда, делать это можно только руками. Металлические ложки и вилки искажают ощущения. Вкусно. Попробовать столько видов плова за раз можно только в этот день, так что на праздник пришли десятки тысяч человек. К тому же плов дают бесплатно, и можно не сдерживать себя, пробовать все подряд. Я уже попробовал 10 видов плова и сейчас лопну. Все очень вкусно. Я даже специально приехал с севера страны, чтобы поесть плов. Уже попробовал 6 видов, самый вкусный, по-моему, канибадамский плов. Какой фестиваль без демонстрации новейших технологий? В Таджикистане придумали электрический котел, плов в котором получается не хуже, чем на костре. К тому же на таких котлах плов готовится быстрее в 2 раза. А после еды можно пойти потанцевать и повеселиться. Вокруг площадки с котлами настоящий карнавал. Хоть на сытый желудок это делать вредно, радостных людей такие мелочи остановить не могут. Пока люди развлекаются, специальное жюри выбирает лучшего повара, которому вручат новый телевизор и другие подарки. Но не это главное. Победитель прославится на всю страну, и его постараются перетянуть к себе лучшие рестораны столицы. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.